Уважаемые братья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. В первую очередь, искренне поздравляю вас с наступившим праздником Ураза Байрам. Амин. Ураза Байрам – это день радости, день, который мы должны поздравлять друг друга. Это день, который завершился священный пост месяца Рамадан. Уважаемые братья, максимально постараемся коротко сказать то, что хочу сказать. Что касается сегодняшнего дня, расскажем о желательных действиях сегодняшнего дня. В первую очередь, этот великий священный день, уважаемые братья, мы должны поздравлять друг друга искренне. Далее мы должны, уважаемые братья, простить друг друга. Вопрос, касающийся прощения, уважаемые братья, это очень острый вопрос в сегодняшний день между уммой Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот именно такое искреннее прощение брата-мусульманина или же скрывание его грехов, уважаемые братья, это деяние, которое вознаграждает Всевышний Аллах, и нам неизвестно вознаграждение, награда, которую мы получаем за это. Далее, уважаемые братья, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, когда наступал праздничный день, или же Ураза Байрам, или же Курбан Байрам, пророк, алейхиссалату вассалам, этот день начинал говорить именно с намаза, с праздничного намаза. О мои сподвижники, вы поздравляйте друг друга и подавайте милости, мне говорил. После этого обращался к женщинам, сподвижникам, говорил: о мои сподвижницы, вы поздравляйте друг друга и подавайте милости. То есть подавайте, говорит, садака, это день. Далее, уважаемые братья, вот это великий день, день праздника, который Всевышний Аллах прощает наши грехи. Также месяц, который есть ночь Ляйлятуль Кадр, ночь. Обратите внимание, такой великий праздник, такой великий месяц, Всевышний Аллах говорит, не прощает грехи 4 категориям людей. В первую очередь говорит, уважаемые братья, Всевышний Аллах не прощает грехи человеку, который постоянствует на алкоголе, то есть пьяницу. Далее Всевышний Аллах, алейхиссалату вассалам, то есть Азза ва Джалля, не прощает грехи, говорит, человеку, который разрывает родственные узы. Далее Всевышний Аллах, Азза ва Джалля, не прощает грехи, говорит, уважаемые братья, человеку, который больше 3 дней не разговаривает с своим братом мусульманином. Далее, уважаемые братья, самый такой момент, Всевышний Аллах не прощает, говорит, грехи человеку, который обижает своих родителей. Сегодня среди нас могут оказаться такие люди. Сегодня среди нас могут оказаться те люди, уважаемые братья, которые не разговаривают с своим братом или же братом-мусульманином по разным причинам. Далее, уважаемые братья, мы знаем, что мы рабы Аллаха, мы мусульмане, в сегодняшний день очень много грешим. Связанные грехи бывают связанные языком, связанные глазом, связанные ухой, или же руками связанные, ногами связанные. Мы сегодняшний священный день, уважаемые братья, искренним обращением к Всевышнему Аллаху мы должны обращаться и просить у Него прощения, чтобы Всевышний Аллах Азза ва Джалля нам простил наши грехи. Далее, уважаемые братья, пользуясь моментом,
хочу чуть-чуть обратить внимание на обязательный намаз, который Всевышний Аллах Азза ва Джалля на нас обязал. Пророк, алейхиссалату вассалям, в своем хадисе говорит, что ас-салату имаду дин, намаз является, говорит, опорой религии. Рухнет религия того человека, говорит, кто оставил намаз. Сегодня среди уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уважаемые братья, есть много кто, который не совершает намаз. Вместе с этим без причины, просто человек ленивый или же человек просто не хочет намаз совершать. Мы должны понять, что мы знаем, что по практике мы видим, что человек, который спортсмен, который пропускает много тренировок, он всегда проигрывает. Человек, который не совершает намаз или же пропускает намаз, он тоже проиграется день суда, день великого суда перед Всевышним Аллахом, уважаемые братья. Поэтому оцениваться соответствующие. То есть, если мы пройдем допрос день суда, вопрос, касающийся намаза, и иншаллаху рахман, у нас дальнейшей проблемы не будет. А если же нет, уже у нас в начале допроса уже возникнет проблемы. По поводу намаза, уважаемые братья, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, есть хадисы очень такие, от которых мы должны очень бояться. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что человек, говорит, который оставил одну молитву, амдан, не захотел делать молитву, или же по ленивости, по своей лени, этот человек, говорит, будет находиться в аду 70 лет, говорит. Обратите внимание, уважаемые братья, неужели оно того стоит? Сегодня, когда есть все возможности, когда есть все удобства, неужели нам настолько тяжело соблюдать обязательный намаз, который Всевышний Аллах Азза ва Джалля на нас возложил? Тяжкий грех. Я каюсь перед Аллахом, говорит. Попроси Аллаха, говорит, чтобы Аллах простил меня и смилостивился. Когда Муса, алейхиссалату вассалям, спрашивает у нее, какой грех, говорит, что ты сделала? Она говорит, о пророк Аллаха, говорит, я совершила прелюбодеяние, у меня родился ребенок, говорит, которого я убила, говорит. Пророк Муса, алейхиссалату вассалям, он очень сильно разозлился и говорит, выходи отсюда, говорит, грешница, пока не обвалился огонь ада с небес и не сжег нас из-за тебя, говорит. Говорит, о Муса, говорит, Всевышний Аллах, говорит, спрашивает тебя, почему ты выгнал покаявшуюся женщину? Разве ты не знаешь, говорит, кто хуже нее? Когда ангел спросил, разве ты не знаешь, кто хуже нее? Он удивился. Говорит, Муса, алейхиссалату вассалям, говорит, неужели, говорит, бывает хуже такой женщины тоже человек? И он спрашивает ангела Джабраила, о Джабраил, говорит, кто это человек хуже этой женщины? Ангел Джабраил отвечает, это, говорит, тот, кто оставил обязательную молитву. Обратите внимание, уважаемые братья, обратите внимание на это. Когда есть столько хадисов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, который нас призывает к молитве, у нас, что мы делаем? Мы живем всего лишь 60-70 лет. 60-70 лет. Мы видим, каждый день умирают люди. Мы говорим, что мы верим в Корана. Вот Всевышний Аллах, к примеру, в Священном Коране говорит, «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа, говорит, будет кусить горечь смерти. Но мы это видим, уважаемые братья. Почему мы не верим остальные аяты Священного Корана? И почему мы не соблюдаем? Вот такой вопрос появляется. Я сегодня, почему это все говорю, такой большой коллектив у нас очень часто бывает. Поэтому об этом говорю, уважаемые братья. Старайтесь максимально совершать, не пропускать обязательную молитву. Вот пророк, алейхиссалату, Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, что человек, говорит, который совершает обязательную молитву, говорит, эта молитва, говорит, его спасет день суда, говорит.
Пусть Всевышний Аллах Азза ва Джалля, уважаемые братья, нам покажет истиной, ложь ложью, даст нам силу следовать за истиной, оставить ложное, так как погодные условия нам не позволяет долго говорить. Иншаллаху рахман, мы сейчас перейдем к намазу. Что касается намаза, уважаемые братья, как мы все знаем, мы совершаем 2 ракат суннат намаз. 2 ракат суннат намаз после первого такбиратуль ихрам, после того, как мы входим в намаз, Аллаху Акбар, после него мы 5 раз поднимаем руки и говорим Аллаху Акбар, и после каждого Аллаху Акбара Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху Аллаху Акбар. После второго раката, после Алхама поднимаем также, уважаемые братья, 7 раз руки, то же самое повторяем. Таким образом, суннат намаз, суннатуль муаккада мы завершаем, иншаллаху рахман. После этого читаем хутбу тоже. Далее, уважаемые братья, еще один очень важный момент. Тот, кто не выплатил закатуль фитр. Закатуль фитр – это обязанность, которую Всевышний Аллах возложил на человека, на того человека, у кого есть возможность. Это обязанность, поэтому на это мы обращаем внимание. В хадисе посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что пост месяца Рамадан, говорит, не поднимается до небес, то есть до Всевышнего Аллаха, пока человек не выплатил обязательный закатуль фитр. Ас-салата джамиа. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. تقبل دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة. С праздником! С праздником! Саламу алейкум рахматуллахи баракату. Хай динам муборак, с харчи каторак.